Селям алейкум, сайхватили Сержилер. Я снова рада нашей встрече на всеми любимой кухне Софрага Буйрнус. Некоторые люди утверждают, что готовить куриную грудку сложно, потому что мясо получается сухим и невкусным. Это не так. На самом деле необходимо владеть некоторыми секретами, о которых мы сегодня поговорим. А расскажет о секретах приготовления наш сегодняшний гость. Старший тренер сборной команды Республики Крым по тхэквондо, тренер высшей категории Тимур Усейнов. Еще с детства он живет великим спортом, корейским боевым искусством. Высокая духовность, целеустремленность и профессиональная выдержка – это основные принципы великого спорта. Для героя нашей программы тхэквондо является неотъемлемой частью жизни. Стартом послужили первые достижения в начале спортивного пути, позже тренерская деятельность и в результате успешные победы. Все это вдохновило Тимурбея на то, чтобы и дальше заниматься по-настоящему своим делом. А показатель этому – огромное количество бойцов высокого уровня, которые готовы сражаться на престижных соревнованиях только за победу. Уже сегодня тренер сборной команды Республики Крым по тхэквондо Тимур Усейнов поделится рецептом здорового питания на всеми любимой кухне Софрага Буйрнус. Селям алейкум, Тимурбей, рада видеть вас у нас в гостях. Алейкум селям. С чего началось ваше утро? Ну, утро, конечно, началось с завтрака. Придерживаетесь ли вы правильного питания с утра? Да, обязательно. Завтрак – это залог хорошего и правильного дня. Если с утра питание неправильное, да, то, естественно, и нарушается день, нарушается обмен веществ в организме, и человек, естественно, теряет работоспособность, теряет настроение и мотивацию на целый день. Согласна с вами, ведь правильное питание для спортсмена – это все. Тимурбей, чем мы сегодня будем радовать наших дорогих телезрителей? С каким рецептом вы к нам пожаловали? Наше блюдо – это собственный мой рецепт, да, называется «Вкусно и полезно». Интересно. Представляет из себя, значит, набор аминокислот, углеводов. А давайте перечислим для наших телезрителей, какие ингредиенты нам необходимы. Нам необходимо 300 грамм куриной грудки, 300 грамм грибов белых, 200 грамм риса и овощи. Соль, перец. Все по вкусу. Все по вкусу. Хорошо, Тимурбей, тогда мы приступаем. С чего мы начнем? Мы начнем с того, что нам нужно разделить куриную грудку. Давайте, пока я буду нарезать курицу, вы можете нарезать грибы. Давайте приступим. Каким образом нарезается куриная грудка? Кубиками. Угу, хорошо. Каким образом я нарезаю грибы? Вы можете их делить просто пополам. Тимурбей, будем знакомиться. Расскажите все о своем детстве. Какие воспоминания с этого прекрасного времени? Детство, конечно, такой период в жизни, когда все начинает познавать, начинаешь знакомиться. Вот, в школе проходит социализация, когда в жизни появляются первые друзья. Всем нам известно, школьные друзья – это друзья на всю жизнь. Поэтому школа очень так прошла гармонично, очень интересно. Было очень много достижений школьных, участия в соревнованиях, в спартакиадах. И, в принципе, были очень хорошие достижения. В школе состоял на очень хорошем счету. Вот. Постоянно привлекали к общественной жизни школы. Я знаю, что вы закончили с 1,4 школы. Да, школу закончил хорошо. Это все замечательно. Расскажите, как вы познакомились с спортом? Это уже было со школьной скамьи, да, как я понимаю? Спорт, да, пришел в школьный период, когда в нашем районе, где я живу, открыли два брата секцию тхэквондо. Угу. Вот. И вот все мы дружно, всем нашим районам пошли к ним. Было очень интересно. Это была секция тхэквондо, как раз олимпийского тхэквондо. И вот некоторое время ходили к ним вот компаниями, в общем, с друзьями. Но потом, естественно, кто-то ушел, кто-то выбрал какие-то другие направления. Вот. Была у меня параллельная деятельность. Я занимался баскетболом. То есть пытался везде себя найти, как школьник. Главное, знаете, в спорте. Да, детский максимализм. Хочется быть везде и всегда. Сама активная жизненная позиция, да, она не давала никогда унывать и быть
изолированным, да, от общества, да. А в каком возрасте вы начали заниматься тхэквондо? Именно олимпийским тхэквондо я начал заниматься в 8 классе. А почему вы выбрали именно данный вид спорта? Во-первых, восточные единоборства, они всегда привлекают чем? Да, это своими красками. Белая форма и красочные оттенки красных, синих цветов, да, они как бы привлекают всегда больше ярких красок, больше зрелищности. Вот, ну, Именно вас это привлекло, да? именно это и привлекло, да. Ну и плюс демонстрация, да, ударов, там, техники, опять же, единоборства, они человека учат чему, да, тому, что нужно совершенствовать свое мастерство в первую очередь, да, и стремиться развивать физические навыки человека. Вот. Ну и, естественно, морально-духовные, да, вещи, такие как самоконтроль, как дисциплина, вот, они тоже очень важны для, ну, как бы современной жизни. То есть спорт воспитывает не только физическую составляющую, но и духовную? Конечно, духовная часть, она очень важна. Почему? Физически человек может быть развит, да, но это не даст ему права вообще понять, для чего нужен этот вид. Ведь единоборство – это не просто занятие спортом. Единоборство – это именно образ жизни, который человеку дает, опять же, возможность, да, самореализации. Человек находит себя в коллективе, находит себя в достижениях, да, там, ставит перед собой цели, живет как бы с интересом в жизни, да, имея какую-то цель. Здесь важно понимать самого тренера как личность, да, вот какие он перед собой цели ставит. Согласна с вами полностью, Тимур Бей. Я смотрю, вы уже нарезали куриную грудку, тем временем я нарезала грибы. Что мы делаем дальше? Нам нужно отварить рис. Угу. Рис мы предварительно помыли, тогда приступаем к делу. Да. Тимур Бей, наша вода уже нагрелась. Нам нужно подсолить немножечко воду. Угу, Вот. Давайте. По пропорции, по объему воды подбираем на любителя соль. Да, немножечко перемешиваем. Часто вы готовите дома? Ну, приходится иногда. Мама с работы, когда приходит уставшая, вот, ну, иногда приходится делать такие маленькие сюрпризы, да. А что готовите? По-разному. Мясо в основном, потому что, ну, проще, быстро и вкусно. Высыпаем рис. Далее, пока готовится рис, мы перейдем к приготовлению мяса. Добавляем капельку масла уже в приготовленную воду. Угу. И выкладываем курицу. Тимур Бей, помните ли вы свои первые соревнования, тот волнительный момент? Расскажите, очень интересно. Ну, наверное, каждый спортсмен помнит свои первые соревнования, да. В тот период, когда мы занимались, конечно, такой организацией, да, такого уровня судей, такого уровня спортсменов, конечно, не было, но тем не менее, вот, соревнования проводились в таких, скажем, спартанских условиях, да, когда приходилось проводить поединки без экипировки и без покрытий даже было такое. Но первые соревнования прошли... Успешно? Ну, в каком-то понимании да, в каком-то понимании нет. Конечно, победа. С какими трудностями вы столкнулись? Ну, трудностей особо не было. Был, конечно, страх, да, проигрыша. Ну, и каждый спортсмен, который, ну, вообще спортсменом является, каждый боится. Если человек не боится, значит, он не спортсмен, да. Тимур Бей, ну, первое соревнование. Помните ли вы своего соперника? Каким он был сильным? Боялись ли вы его? Ну да, на тот момент, конечно, спортсмен был выше квалификации технической и более опытнее, но все-таки я собрался, сосредоточился, меня поддержал тренер, и мы, собственно, вышли и показали то, что могли и умели на тот момент. Ну, первые соревнования, конечно, закончились поражением, поэтому, ну, бывает и такое. Не всегда бывают и победы, да, нужно мириться с поражениями, да, находить в себе силы, возвращаться к занятиям и совершенствовать свою технику, совершенствовать свое мастерство, борьба с собой.
потому что отступить всегда можно, а вот попробовать найти пути, да, и все-таки победить, это уже, конечно, будет очень таким серьезным шагом для любого человека. Полностью с вами согласна. Тимурбей, добавим специи? Да, специи добавляются, опять же, по вкусу. Обязательно немножечко подсолить. Вот. После этого помешать. Тимурбей, пока готовится наше блюдо, предлагаю вам приступить к овощам. Давайте. Приступаем к нарезке овощей. С чего мы начинаем? Я предлагаю начать с болгарского перца. Это один могу Давайте. вам дать. Один могу себе. Режется он очень легко и просто. Делим его на 4 одинаковых части. Давайте делайте, я за вами повторяю. Можно делать больше, можно делать меньше. Разделили. Тимурбей, насколько мне известно, у вас 2 образования. Какие это направления? В то время, когда модно было быть юристами и экономистами, жизнь так меня повела, что я пошел учиться на маркетолога. Да, рыночные отношения, реклама. Очень интересное было направление как раз в тот период. Ну и как бы перспективное направление. Почему? Потому что все-таки рыночные отношения и реклама – это новшество. Всегда да. актуально. Было, да, и всегда актуально. А второе образование у вас какое? Второе образование, оно уже профильное. Вот, это физическое воспитание и спорт. Тимурбей, на данный момент вы являетесь старшим тренером сборной команды Республики Крым. Расскажите о своей работе. Сколько детей у вас в команде? 3 возрастные группы. Это юношеская группа 12-14 лет, спортсмены-юниоры 15-17 лет и молодежь это до 21 года. Ребята очень способны, очень перспективные. Вот, в 2014 году была принята программа, да, для того, чтобы эти спортсмены все-таки появились у республики. И для них есть соревновательный календарный план, да, общероссийский. Они уже здесь, в Крыму, выступают, ну, не так много, да, только на официальном отборе, да, в сборную команду. В основном выезжают на материковую часть и принимают участие как в всероссийских соревнованиях, так и в официальных стартах России. То есть у ребят большое будущее. Да, сегодня очень много как бы перспективных соревнований для того, чтобы отобраться в национальную сборную страны. Вот. Ну и впоследствии, конечно, отобраться и в олимпийскую сборную команды. Хорошо, желаю успехов в вашей команде, чтобы все у вас получилось. Спасибо. Тимурбей, что мы делаем дальше? Нам нужно нарезать огурцы. Мы нарежем их ломтиками. Помидоры мы нарезаем долечками, точно так же. Тем временем я бы хотела у вас спросить, а как вы все-таки решили стать тренером? Решение это было принято в 2010 году, после того, как я добровольно был командирован с командой в детское оздоровительное учреждение «Сокол». Вот, находится оно в Соколином. Знаю, знаю. Вот, очень хорошо прошли там сборы у меня с детьми. И вот по возвращению руководством федерации было как бы мне предложено заниматься тренерской деятельностью. Эльвина, пока ты нарезаешь помидоры, я посмотрю, как готовится рис и готовится мясо. Хорошо. Я тем временем буду оформлять наше блюдо зеленью. С какого возраста можно заниматься данным видом спорта? Ну, вообще критериев четко по возрастам нет. Вот как только ребенок начинает владеть речью, обращает внимание на окружающих, да, с того возраста уже, в принципе, можно привлекать к занятиям. Да. Для чего это нужно? Для того, чтобы у ребенка уже вообще вырабатывалась привязка к занятиям. Ну и, в принципе, появлялись какие-то интересы. Да? Также на занятиях среди детей, опять же, правильный проходит этап социализации, когда ребенок адаптируется к новому обществу, к тренеру, преподавателю. Да? Обязательно, чтобы это была возрастная группа, чтобы не было такого, чтобы ребенка, например, привели в 4 или в 5, да? Чтобы он занимался с детьми, которым 9 лет там, или 10 лет, потому что у них своя программа должна быть, да, подготовки, там, и нагрузки, и упражнения, да, для каждой
возрастной группы, они должны подбираться вот комплексно, да, но при этом учитывать все возрастные вот эти физиологические возможности детей. Можно ли утверждать, что тхэквондо – это спорт для мужчин? Есть ли в вашей команде девушки? Нет, да, очень много занимается девушек тхэквондо. Почему? Потому что сам вид по себе является таким, скажем, атравматичным среди всех единоборств. Почему? Потому что в олимпийском тхэквондо используется очень много экипировки. Это накладки на предплечья, накладки на голени, футы на руки, футы на ноги и перчатки на руки. Также шлем и жилет. Вот. Это, конечно же, минимизирует травматизм. И плюс с 2012 года применяется электронная судейская система. Да, не было, я слышала об этом. Вот. Эта система позволяет максимально точно определить силу удара, точность удара, да, и за счет этого повышается и зрелищность поединков, да, и повышаются требования к самим спортсменам. Потому что в основном все травмы происходят из-за того, что неправильно наносят спортсмены удары или же неправильно эти удары блокируют, да, их соперники. Тимурбей, день у вас достаточно насыщенный. Как вы проводите свое свободное время? В большинстве случаев этого свободного времени не бывает, потому что постоянно спорт высших достижений требует круглосуточных занятий, да, особенно тренера. Больше организации. А у вас есть хобби личное? Вообще, конечно, если не затрагивать вообще, спорт. наверное, каждый человек любит путешествовать. Но у меня получилось так, что моя работа дает мне возможность и самореализации, и вот знакомства с другими городами и с другими странами. Тимурбей, родина тхэквондо – это Южная Корея. Планируете ли вы в ближайшее время поездку? Да, у нас на следующий год запланирован старт. Там Корея Open будет проходить в городе Сеуле. Готовимся поехать, да, еще будет старт в Китае в августе месяце. И один старт мы планируем повторить в Турции. В прошлом году у нас выезжали спортсмены, показали очень неплохие результаты, очень понравилось, поэтому в этом году хотим его сделать, уже повторить, и в дальнейшем планируем его делать традиционно. Это здорово. Чтобы он у нас уже был постоянно. Проводятся ли мастер-классы корейских мастеров? Да, приглашаются мастера с Кореи. Это, конечно, больше на материковой части. Мы как специалисты, да, мы собираемся с тренерами и выезжаем, тоже участвуем, где-то берем с собой спортсменов, да. Это все у нас организует федерация. Они нам подсказывают, и мы уже едем, проходим обязательно. Повышение квалификации – это очень важная часть вообще развития как спортсмена, так и тренера. Потому что спортсмен развивается в своем направлении, тренер должен совершенствовать свои навыки. Да? Это технические, теоретические, практические знания. Это здорово, что у спортсменов есть такая возможность выехать за пределами своей страны и сравнить, так скажем, сравнить свои результаты с представителями других стран. Настало время добавить грибы. Угу. Выкладываем грибы, в принципе. Хаотично, да? Хаотично, да. Как спортсмен, какие вы рекомендации дали бы людям, которые придерживаются правильного питания? Самое главное – не переедать. В зависимости от периода, да, допускается в пищу все, за исключением фастфудов. Да, фастфуды это. Это губительно для спортсмена, и не для спортсмена, поэтому здесь нужно подходить очень щепетильно, да, к этому вопросу? И осторожно. В целом каких-то ограничений четких нету по питанию, да, нужно просто понимать, каждому спортсмену прислушиваться к рекомендациям тренера, да, как на это все смотрит тренер, что тренер рекомендует. А мы не перемешиваем, мы также оставляем. Да, пока насколько оставляем, хотя бы на минут 20. Хорошо. Я тем временем хотела бы спросить, Тимурбей, где проходят ваши тренировки? Наши занятия проводятся, в принципе, по всему Симферополю, да, в том числе и по всей республике Крым. Есть у нас представители и в Джанкое, и в Джанкойском районе, в Бахчисарае, в Нижнегорске, в Зуе. Очень много специалистов работает в Симферополе. Здесь лично я преподаю в Каменке, в общеобразовательной школе номер 42, и на
улице Севастопольская, 80/3, тоже в специализированном зале. Приходите, дорогие телезрители, занимайтесь спортом, живите правильной жизнью. Тимурбей, что нам еще потребуется? В принципе, все сделали, нам остается только ждать. Тогда ожидаем. Дорогие телезрители, наше время пролетело незаметно. Тимурбей, что мы делаем сейчас? В принципе, у нас все готово. Тимурбей, ну приятно наблюдать, когда дети растут с точки зрения профессионального спорта. Что вы испытываете в те моменты, когда вот они стоят, их награждают, вручают медаль? Какие у вас впечатления, ощущения, эмоции? Ну, конечно, для каждого тренера это в первую очередь чувство радости, да, в том, что все-таки получилось чему-то научить, чувство как бы самоутверждения, может быть. Ну, сложно как бы так описать, что это за чувство, но это очень положительные эмоции, которые, ну, незабываемые. Чувство гордости, наверное, берет верх. Чувства гордости, наверное, нет, потому что спортсмен, как бы, понимаете, каждое соревнование для него это определенная ступень, да, и этих ступеней очень много. На первой ступени, конечно, да, ты можешь обрадоваться, там, ходить, гордиться собой, что ты вот воспитал, да, там, такого перспективного спортсмена. Но на следующем этапе все может закончиться, поэтому здесь обольщаться этим тоже нельзя. Нужно как бы... Золотую середину знать, да. Да. Что мы делаем сейчас? Выкладываем мясо. Аромат неимоверный. Тимурбей, какие вы бы дали советы будущим спортсменам? В первую очередь терпение. Угу. Да. Соглашусь с вами. Каждый человек — это такая оболочка, к которой постоянно приходится испытывать разного уровня эмоций. Да? Вот опять же мы возвращаемся к тем победам и к тем поражениям. Вот важно сохранить вот это терпение, да, и все-таки дождаться своего часа. Бывает так, что многие люди очень долго идут к своей цели. Им порой остается сделать один шаг, и они уже... Опускают руки. Вот почему это бывает? Да. Ну, это происходит ввиду разных жизненных обстоятельств, конечно, здесь тоже. Может ли в этот момент слово тренера послужить толчком, стимулом? Конечно, но важно здесь понимать отношение родителей к ребенку. Большая ответственность больше на родителей, да, Да. нежели... В целом это вообще занятие родителей. Родители должны ставить приоритеты, да, делать ставку на спорт, потому что спорт — это всегда хорошо. Это жизнь, это движение. Это всегда движение, это всегда жизнь, это всегда какие-то достижения, да, для человека. Согласна с вами. Мы выложили наше мясо, практически все готово, осталось презентовать блюдо. Прошу. Итак, наше блюдо готово. Просто замечательно, не передать. Мне все нравится. Вы большой молодец. Спасибо. Блюдо из куриной грудки и грибов готовится очень быстро и легко, а результат потрясающий и неимоверный. Тимурбей, в завершении, что бы вы пожелали нашим дорогим телезрителям? Я бы пожелал в первую очередь, чтобы каждый человек начинал свое утро с чистоты мыслей своих. Важно для каждого человека иметь цель, да, и каждый день это путь, который ведет нас к этой цели. Важно не отступать, важно набираться сил, набираться терпения, да, стремиться к победе, да, и ни в коем случае не отказываться от своей цели. И самое главное, никогда не сдаваться и не отпускать руки. Замечательные слова. Чох Саламас Тимурбей, что пришли к нам в гости, порадовали, рассказали очень много интересного и дали дельные советы. Саламс. А вам, дорогие телезрители, желаю хорошего настроения и позитива. Аштатлоусен, Кореш Кенджи.